В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Россиянам упростят получение налоговых вычетов. С 21 мая можно будет оформлять вычеты из НДФЛ в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Теперь налогоплательщикам не придется заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень участвующих в программе финансовых организаций будет обновляться в специальном разделе на сайте ФНС. Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое – с 4 до 1,5 месяцев. При наличии права на получение вычета ФНС направят в личный кабинет предзаполненное заявление для утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета с момента подписания этого документа до возврата налога. Госучреждения Якутии должны будут предусмотреть дни отдыха с сохранением зарплаты в коллективных договорах в день вакцинации от коронавируса и на следующий день после прививки. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. В указе говорится о том, что исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения республики должны предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день и один день после получения вакцины от коронавирусной инфекции. Указ вступил в силу с 10 мая. Компания «Алроса» в апреле продала на $42 миллиона алмазов специальных размеров в ходе аукциона в Антверпене, Дубае, Москве и Рамадгане. Так, аукцион в Антверпене собрал свыше $10 миллионов. Покупателями стали 22 компании из Бельгии, Индии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, которые приобрели 121 лот. В Дубае было реализовано 137 алмазов на сумму $10 миллионов 700 тысяч. В Рамадгане аукцион завершился с выручкой $9 миллионов, было реализовано 113 алмазов. 37 компаний из Бельгии, Индии и Израиля стали покупателями по итогам аукциона. На аукционе в Москве было продано 237 лотов на сумму $12 миллионов 200 тысяч. Победителями стали 25 участников из Бельгии, КНР, Израиля, Индии и ОАЭ. Британская нефтегазовая компания BP приняла решение о выходе из проекта разработки Среднеленского и Алекминского участков недр в Якутии, в котором участвовала в рамках совместного предприятия с Роснефтью «Ермак-Нефтегаз». Об этом говорится в годовом отчете компании «Среднеленская», которая владеет лицензией на данные участки недр. Как отмечается в отчете, единственный участник общества «Ермак-Нефтегаз» получил от BP Russian Investment Limited копию письма об уведомлении о выходе из проекта 23 декабря 2020 года. По акционерному и операционному соглашениям в отношении Ермак-Нефтегаза Роснефть должна в течение 2021 года приобрести 100% доли участия совместного предприятия в Среднеленском. РЖД выделит 15 миллиардов рублей на расширение провозной способности участка Бестужево-Нерюнгри до 27 миллионов тонн в год. Работы будут проводиться в рамках инвестиционной программы до 2025 года. Планируется, что расширение поспособствует увеличению отгрузки с месторождений угледобывающей компании «Колмар». Средства будут направлены на реконструкцию разъездов Акурдан, Якутский, Рихардзорге, модернизацию станции Беркакит, строительство новых разъездов на участках Магот, Гилюй, Оборочо, Акурдан, Холодникан, двухпутных вставок на участках Аям, Нагорная, Магот, Рихардзорге. Напомним, что в 2020 году на обустройство и реконструкцию железнодорожного полотна в республике РЖД направила 1 миллиард 600 миллионов рублей. В данный период отгрузка составила свыше 4,5 миллионов тонн грузов, основной из которых уголь. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.